Главный вопрос сейчас в Киргизской республике – это вопрос о Матраимовых. Не потому, что Матраимовы во всем виноваты, а потому, что от решения этого вопроса зависит решение всех остальных вопросов. Например, решение дела о банкротстве ОСО Арипа Бишкек или дело о картеле психиатрии в отношении меня, или дело о заведомо незаконном привлечении к уголовной ответственности Мурата Бажакоева. И вот эта бандитская власть в Киргизской республике является антагонистичной только по отношению к своим предшественникам, когда каждый последующий президент долбит каждого предыдущего для того, чтобы повернуть финансовые потоки на себя. А в части нарушений прав граждан эта власть преемственна. То есть начинают преступления одни, Бакиевы, февраль 2009 года, продолжают Атамбаевы, июнь 2017 года, а завершают Жинбековы, ноябрь 2019 года. И можно было бы на места этих дел поставить антагонистичные дела. Например, дело уголовное о коррупции при незаконном освобождении Батукаева или уголовное дело о коррупции при модернизации ФЭНС или уголовное дело о событиях в Койташе. И вывод был бы тот же самый. То есть от того, как решится вопрос о Матраимовых, будет зависеть и решение тех дел тоже. Поэтому Матраимовы затмевают Атамбаева, а не наоборот. И какую повестку предлагает известная оппозиция для решения этого вопроса, который влияет на все наши дела? И эту повестку можно разбить на 5 пунктов. Первый пункт. Вот это не мое утверждение, а я его цитирую Нарына Аипа из передачи о главном 13 декабря 2019 года. Журналист радио Азатык Алий Токтакунов проводит первое расследование, что Матраимовы вывели из Кыргызстана 700 миллионов долларов США. Молодежный портал Клоп участвует во втором расследовании, а информационное агентство 24KG перепечатывает результаты второго расследования. Второй пункт. Азатык, Клоп 24KG требует от судьи Свердловского районного суда города Бишкек Жолдыс Ибраимовой отказать в удовлетворении иска Матраимовым о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда к ним на общую сумму 59,5 миллионов сомов. Третий пункт. Многие медиаорганизации, депутаты, общественные деятели требуют от судьи Жолдыс Ибраимовой отменить ее определение от 10 декабря 2019 года о наложении ареста на денежные средства Клопа, 24KG и Азатыка. Четвертый пункт. Адвокат Нурбек Токтакунов подает заявление в Генеральную прокуратуру о 4 преступлениях Райбека Матраимова, в том числе об отмывании преступных доходов. Генеральная прокуратура передает его заявление в Главное следственное управление ГКНБ. Нурбек Токтакунов, подав это заявление 10 декабря, 13 через 3 дня декабря, видит, что Генеральная прокуратура передала его заявление в ГКНБ. Тогда он обращается в Октябрьский районный суд с жалобой на бездействие Генеральной прокуратуры и требует от суда обязать Генеральную прокуратуру внести его заявление в единый реестр преступлений и проступков. И когда 23 декабря 2019 года Октябрьский районный суд отказывает Токтакунову в удовлетворении этой жалобы, он заявляет, что будет обращаться в Бишкекский городской суд на это решение. Пятый пункт. Социальные сети призывают граждан выйти на мирные митинги к Дому правительства 25 ноября реакция 1.0, 18 декабря 2019 года реакция 2.0, в феврале 2020 года реакция 3.0 и в марте 2020 года реакция 4.0. Как власть отвечает оппозиции по этой повестке дня? Первый пункт. Азатык, Клоп, 24KG, Алик Токтакунов должны добровольно дать опровержение о том, что вывод Матраимовыми 700 миллионов долларов США из страны не соответствует действительности. Второй пункт. До того, пока они это не сделают, судья Ибраимова должна удовлетворить их иск к этим ответчикам в
в том числе о компенсации морального вреда на общую сумму 59,5 миллионов сомов. Третий пункт. До того, пока Ибраимова не удовлетворит этот иск и это решение не будет исполнено, она, Ибраимова, должна наложить арест на денежные средства Азатыка, Клопа и 24 Кеджи в обеспечении этого иска в пределах исковых требований каждому из них. По четвертому пункту. Поступившее заявление Нурбека Тактакунова о 4 преступлениях Раимбека Матраимова передается в Главное следственное управление ГКНБ. Там следователь, который ведет уголовное дело по первому преступлению, зарегистрированному уже в ЕРПП об отмене доходов, при наличии оснований уведомит Раимбека Матраимова о новых подозрениях безотлагательным внесением сведений об этих 3 новых преступлениях в ЕРПП. А Октябрьский районный суд должен отказать в удовлетворении жалобы Тактакунова в связи с тем, что никакого бездействия Генпрокуратуры не было. Генеральная прокуратура передала же заявление в ГКНБ, а решение о внесении сведений в ЕРПП правоохранительные органы принимают на основании статьи 149 Уголовно-процессуального кодекса, а не по решению суда. А если Тактакунов обжалует это решение в Бишкекский городской суд, то Бишкекский городской суд должен отказать в принятии этой жалобы, потому что в соответствии с новым действующим Уголовно-процессуальным кодексом постановление судьи может быть обжаловано в апелляционном порядке только в случаях, прямо предусмотренных этим Уголовно-процессуальным кодексом. А апелляционная жалоба или частная жалоба Тактакунова к числу этих случаев не относится. По 5 пункту. После первого митинга «Реакция 1.0» правоохранительные органы начинают уголовное дело в отношении Автодела Жарабекова, призывавшего выйти на мирный митинг «Реакция 1.0» за разжигание межнациональной или межрегиональной розни. А после второго митинга группу молодых людей, которая методично избивала Болота Темирова, который опубликовал информацию о тратах жены Раимбека Матраимова, правоохранительные органы эту группу задерживают и начинают расследование. Таким образом, власть отвечает по каждому пункту вот этой оппозиции. Решить вопрос, вот этот главный, который влияет на все наши дела, вот с такой повесткой невозможно. Значит, должна быть совершенно новая повестка. Какая это должна быть повестка? По первому пункту. Каждый должен отвечать за свои слова и за свои действия. А были ли правомерные действия Алиты Тактакунова и Радио Азатык по отношению к Матраимовым? Я не знаю ответа на этот вопрос. Но вот что по этому поводу говорит Нури Наиб в своей передаче о главном от 13 декабря 2019 года. 700 миллионов долларов, которые якобы были выведены из Кыргызстана, на самом деле к Матраимовым имели мало прямого отношения. Автор расследования Али Тактакунов часто говорил в своих интервью, что эти деньги из страны вывел именно Матраимов. Хотя, когда Пятый канал пригласил и его, и депутата Искендера Матраимова на свою передачу в прямом эфире, 3 июня он от этого открестился. 700 миллионды ким которыптыр? Мен котордумбу, инем котордубу, же мен аялым котордубу, 250 миллион деп атасың. Аны дагы ким которду? Сен баягы эми жооп берейин. Мен программада 700 миллион кайдагы акчалар деп суроо койдум. Бул Матраимовдардыкы деген жок. Зато я точно знаю, что были неправомерные действия одного из ответчиков информационного агентства 24 KG 22 ноября 2018 года. При освещении уголовного дела, закончившегося 11 ноября 2019 года вынесением судьями Бишкекского городского суда Нурбеком Исеналиевым, Ириной Воронцовой и Нурланом Кажембердиевым заведомо незаконного обвинительного приговора в отношении бывшего директора ЗАО «Издательский дом Чай Бишкек» Мурата Бажакоева. 22 ноября 2018 года информационное агентство 24 KG опубликовало новость. Милиция задержала бывшего директора «Вечерки» Мурата Бажакоева.
Бывшего директора ЗАО «Издательский дом Вечерний Бишкек» Мурата Бажакоева задержали. Об этом 24 Киджи сообщили в правоохранительных органах. Уточняется, что сейчас Мурат Бажакоев вместе с владельцем вечерки Александром Рябушкиным водворен в ИВС. В ближайшее время суд изберет меру пресечения обоим подозреваемым. Родные и близкие Мурата бьют тревогу, звонят ему друг другу, как, за что вы задержали. Был ли в этот момент причинен моральный вред Бажакоеву? Конечно, был. Мы с Бажакоевым тут же едем в Киджи, находим автора этого сообщения, Аиду Джумашеву, и спрашиваем ее, кто ей дал эту лживую информацию о задержании Бажакоева. А она отвечает нам в таком смысле. Я не скажу вам, кто мне дал эту информацию, только я не поняла, а вы что, опровергаете, что вы сейчас, Мурат, находитесь в ИВС, и в отношении вас сейчас суд избирает меру пресечения? Хорошо, я напишу, а в этом сейчас ваше опровержение. И через час на сайте Киджи появляется вот такая новость. Экс-директор вечерки Мурат Бажакоев опроверг свое задержание. Бывший директор ЗАО «Издательский дом Вечерний Бишкек» Мурат Бажакоев опровергает сообщение о его задержании сотрудником милиции. Об этом 24 Киджи сообщил сам Мурат Бажакоев. Что это? Это то же самое, что сделал Алик Тактакунов в отношении Матраимовых, если верить Нурыну Аипу. Своими вот этими двумя публикациями от 22 ноября 2016 года Аида Джумашева как бы говорит читателям сайта, так же как Алик Тактакунов, телезритель 5 канала в дебатах с Искандером Матраимовым. Я не утверждала, что Бажакоева задержала милиция. Я лишь поставила вопрос, где он находится. Милиция говорит, что он находится в ВВС, а сам Бажакоев говорит, что он находится на свободе, а мы, 24 Киджи, не знаем, где он на самом деле находится. Мы лишь даем вам обе точки зрения, а вы сами решайте, кто из них врет, милиция или Бажакоев. Вот это журналистское мошенничество, имеющее целью уйти от ответственности за распространение лживой информации. Если бы 24 Киджи действительно уважал своих читателей, то после визита Бажакоева оно должно было тут же дать опровержение о том, что ранее опубликованная информация о задержании Бажакоева не соответствует действительности, и 24 Киджи приносит извинения Бажакоеву за публикацию недостоверной информации о нем. Если Алик Тактакунов сделал то же самое в отношении Матраимов, что сделала Аида Джумашева и 24 Киджи в отношении Бажакоева, тогда Матраимовы имели полное право подать иск к Азатыку и к Алику Тактакунову о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда. Вот за такие вещи нужно жестко наказывать. Но Матраимовы не стали подавать иск к Азатыку и Алику Тактакунову о защите чести и достоинства, а лишь просто использовали ту же самую коррупционную схему, которую в 2017 году использовала генеральный прокурор Киргизской республики Индира Джалдубаева, когда защищала честь и достоинство президента Киргизской республики Алмазбека Атамбаева. Эта коррупционная схема исходит из всеобщего непонимания компенсации морального вреда, истоки которого кроются в самих постановлениях Пленума Верховного суда Киргизской республики. Это непонимание касается 3 аспектов, но для объяснения вот этого 3-го пункта сейчас достаточно указать лишь на 1-й аспект. Для этого посмотрите еще один фрагмент из того же выпуска передачи о главном от 13 декабря 2019 года. Вчера Свердловский районный суд вынес определение об аресте банковских счетов радио «Азатык», молодежного портала «Клоп», а также новостного агентства 24 KG. Так как многие медиа-организации, депутаты и общественные деятели выступили с критикой такого судебного решения, семья Матраимовых подала сегодня в суд ходатайство об отмене ареста счетов, и суд выполнил просьбу. А теперь посмотрите видео «Кактус Медиа» на YouTube о том, как судья Ибраимова мотивировала 13 декабря 2019 года вынесенное ею определение об отмене обеспечения иска, о котором сейчас сказал Нурыну Аипу.
обстоятельства дела, учитывая доводы истцов, приведенные в обосновании рассматриваемого ходатайства, о том, что наложение ареста на денежные средства ответчиков может повлечь за собой невозможность выплаты заработной платы всем сотрудникам ответчиков, рассмотрение дела может затянуться на продолжительный срок. Также, учитывая мнение всех представителей сторон, суд находит данное ходатайство об отмене мер обеспечения иска подлежащим удовлетворению. Заявление ОСО информационного агентства 24 КГ об отмене обеспечения иска суд также считает подлежащим удовлетворению. И последнее. Посмотрите фрагмент пресс-конференции, которую в тот день, 13 декабря 2019 года, провела юрист Татьяна Коржинская, представляющая интересы семьи Матраимовых. Тихо, тихо. Но в законодательстве идет о том, что 10% от иска, от суммы иска должны оплатить. У вас неправильная информация. Вот этот момент уточнить просто. Моральный вред рассматривается как неимущественное требование, оплачивается государственной пошлиной 700 сомов. Иск о компенсации морального вреда действительно является иском неимущественного характера. Государственная пошлина по искам неимущественного характера или не подлежащим оценке действительно взимается в размере семикратной ставки расчетного показателя, то есть 700 сомов. Но это должна была быть лишь первая часть вопроса. После того, как Коржинская ответила, журналист, если бы он был подготовлен, должен был бы задать ей вторую часть вопроса. Если иск о компенсации морального вреда является неимущественным требованием и оплачивается государственной пошлиной 700 сомов, тогда почему по этому неимущественному требованию вы подали заявление о наложении ареста на денежные средства Азатыка 22 миллиона сомов, Клопа 12,5 миллионов сомов, дочери Киджи 15 миллионов сомов? Почему, когда вы подаете иск, вы утверждаете, что он неимущественный и оплачиваете его лишь 700 сомами государственной пошлины, а когда вы подаете заявление о наложении ареста на денежные средства ответчиков, этот иск у вас сразу же превращается в имущественный с общей ценой иска 59,5 миллионов сомов. Это юридическое мошенничество. Именно по этой причине определение Ибраимовой от 10 декабря 2012 года о наложении ареста на денежные средства Азатыка, Клопа и дочери Киджи было незаконным. Именно по этой причине власть дала команду Ибраимовой отменить это определение. А вовсе не потому, что поднялась критика со стороны многих медийных организаций, депутатов и общественных деятелей. Плевать хотела власть на любую вашу критику. Я уже говорил в фильме «Ошибка Амурбека Тегибаева» о том, что даже широкая политическая поддержка без правильного юридического обоснования – это стрельба из пушек по воробьям. Именно потому, что власть раньше других сумела понять, что поднимающаяся общественная критика определения Ибраимовой о обеспечении иска ляжет на правильное юридическое обоснование, именно поэтому она дала команду тут же Матраимовым самим подать заявление об отмене обеспечения иска. Это тот же самый коррупционный прием, который власть использовала в моем деле о карательной психиатрии. 2 сентября 2019 года судья Межрайонного суда города Бишкек Нурия Бекбаева выносит решение об отказе мне в административном иске о признании действительным решения комиссии врачей-психиатров Республиканского центра психического здоровья от 8 июня 2017 года. В части первого пункта выражено словами: Гельбеков имеет смешанное расстройство личности, параноидно-истерическое на органическом неблагополучном фоне церебросклероза сосудов. Я подаю апелляционную жалобу на это решение в Бишкекский городской суд. И апелляционная жалоба распределяется коллегии, председателем и докладчиком в которой является Антонина Рыбалкина, соавтор административного кодекса Киргизской республики. В первом же заседании 20 ноября 2019 года я заявляю отвод Рыбалкиной на основании части 1 статьи 20 административно-процессуального кодекса в связи с тем, что 6 июля 2018 года она на
тренинге в учебном центре адвокатов высказал не только о возможном, но обязательном исходе этого дела и открыто заявила, что комиссия врачей-психиатров не является административным органом. Наткнувшись на это препятствие невозможности участия Рыбалкиной в рассмотрении этого дела, власть делает шаг назад и 2 шага в обход этого препятствия для достижения той же цели. Первый шаг. Она отводит Рыбалкину от участия в рассмотрении дела. И вторым шагом она назначает новую коллегию в составе Сатыбалдиева, Горшковской и Албановой, которая отказывает мне в моей апелляционной жалобе по тому же самому рыбалкинскому мотиву о том, что врачи-психиатры не являются должностными лицами. Точно так же, наткнувшись в деле Матраимовых на незаконное определение о наложении ареста на денежные средства Азатыка, Клопа и 24 KG, власть тоже делает шаг назад, то есть 13 декабря 2019 года она отменяет это определение, а потом делает 2 шага в обход. Первый шаг. Она удовлетворит разорительный иск Матраимовых, а вторым шагом обанкротит Алита Такунова, Азатык и Клоп и 24 KG на основании этого решения суда. Именно по этой причине 13 декабря 2019 года на заседании у Ибраимовой и был устроен этот спектакль по отмене обеспечения иска. И Азатык, Клоп и 24 KG приняли участие в этом спектакле, радостно проглотив брошенную им подачку в виде снятия ареста. Ни истцы, ни ответчики по делу Матраимовых не имели права подавать заявление об отмене обеспечения иска. В соответствии со статьей 142-148 Гражданского процессуального кодекса обеспечение иска допускается на любой стадии, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда. Отмена обеспечения иска допускается по заявлению лиц, участвующих в деле. Это значит, что Матраимовы и ОСО, информационное агентство 24 KG, имели бы право подать заявление об отмене обеспечения иска только в том случае, если бы Матраимовы отказались от требования о компенсации морального вреда. Но поскольку Матраимовы, подавая заявление о отмене обеспечения иска, не отказались от требования о компенсации морального вреда, судья Ибраимова не имела права отменять это обеспечение. Таким образом, за 3 дня с 10 по 13 декабря 2019 года власть дважды вытерла ноги судью Ибраимову. Первый раз, когда заставила ее незаконно наложить арест, а второй раз, когда она заставила ее незаконно его снять. Как должны были поступать Азатык, Клоп, 24 KG в этом случае? Они должны были просто до 20 декабря 2019 года подать частную жалобу на определение 10 декабря о наложении ареста, требуя отменить его на том основании, что обеспечение в виде наложения ареста по искам неимущественного характера не налагается. И эти частные жалобы были бы обязательно удовлетворены. Вот тут и пригодилась бы та критика многих медийных организаций, депутатов и общественных деятелей, о которой сказал Нарынаев. По 4-му пункту. С момента разрушения в 1991 году Советского Союза Киргизская республика – это территория, на которой преступные кланы рвут друг у друга, передают друг другу власть в результате событий, которые они называют революциями, как было в 2005 и 2010, или выборами, как было в 2017 году. В ноябре председатель Международного суда Айнура Ахметова незаконно передала дело о банкротстве ОСО Райбишек судье того же суда Нурлану Султаналиеву, который 24 декабря вообще отказал в даче правовой оценки действиям специального администратора ОСО Райбишек
совершенным в ходе проведения процедуры по созданию банкротства. Точно так же, как 9 января 2020 года Верховный суд Киргизской Республики отказал в даче такой же оценки действиям Совета Федерации профсоюзов Кыргызстана об избрании Мирбека Асанакунова председателем ФПК на основании подложных документов. Судьи Чуйского областного суда Дамир Аналбеков, Дирет Эркибаев и Ремек Нурманбетов, так же как судьи Верховного суда по делу профсоюзов, оставляют это определение Султаналиева от 24 декабря 2018 года о прекращении производства. В феврале 2019 года я подаю заявление генеральному прокурору о совершенном судьями Ахметовой и Султаналиевым преступлении. Это заявление Генеральная прокуратура передает в прокуратуру Чуйской области, так же, как она передала заявление Нурбека Тактакунова в ГКНБ. В апреле 2019 года я получаю решение начальника отдела прокуратуры Чуйской области об отказе в регистрации заявления в ЕРПП и подаю жалобу генеральному прокурору на это решение. В мае 2019 года я получаю решение исполняющего обязанности прокурора Чуйской области об отказе в регистрации заявления в ЕРПП и подаю жалобу генеральному прокурору на это решение. В начале июня 2019 года я получаю решение заместителя начальника управления Генеральной прокуратуры об отказе в регистрации заявления в ЕРПП и подаю жалобу генеральному прокурору на это решение. В конце июня 2019 года я получаю решение начальника управления Генеральной прокуратуры об отказе в регистрации заявления ЕРПП и подаю жалобу генеральному прокурору на это решение. В августе 2019 года я получаю решение заместителя генерального прокурора об отказе в регистрации заявления в ЕРПП и подаю жалобу генеральному прокурору на это решение. В сентябре 2019 года я получаю решение первого заместителя генерального прокурора об отказе в регистрации заявления в ЕРПП и подаю жалобу генеральному прокурору на это решение. Но в ноябре 2019 года я получаю решение начальника управления Генеральной прокуратуры об отказе в жалобе на решение первого заместителя генерального прокурора. И лишь тогда я обращаюсь к президенту Жээнбекову с просьбой о внесении представления в ЖКРУ Кенеш и освобождении генерального прокурора Аткурбека Джамшитова от должности за нарушение закона о прокуратуре Киргизской Республики и за утрату контроля в прокуратуре, где прокуроры нижестоящие рассматривают жалобы, решения вышестоящих прокуроров. В декабре 2019 года я получаю ответ из аппарата президента Киргизской Республики. Отдел судебной реформы и законности, рассмотрев ваше обращение, адресованное президенту Киргизской Республики, сообщает, что информация, указанная в вашем обращении, принята к сведению, и в случае надобности она будет использоваться в дальнейшей работе. Это то же самое обстоятельство, которое указали Матраимовой в своем заявлении от 13 декабря 2019 года об отмене обеспечения иска. Рассмотрение дела может задержаться на продолжительный срок. Это показывает, какую тактику избрала нынешняя власть контроля над гражданским обществом и над государственным аппаратом. В нормальном государстве при получении обращения гражданина власть либо удовлетворяет это обращение, либо отказывает в его удовлетворении. Но бандитская власть, обоснованное обращение гражданина, естественно, не удовлетворяет, но берет на вооружение и цепляет проштрафившийся на крючок. Именно по этой причине все вот эти вот проставшие судьи под угрозой привлечения их этой властью к ответственности будут делать все, что она им скажет. Корень коррупции растет отсюда. Но дело в том, что и оппозиция в данном случае
тоже попадает сюда. Под угрозой разорения, вот из-за этой ошибки, тот же Азатык, тот же Клоп и 24 KG тоже под страхом их разорения тоже будут вспоминать все, что скажет им власть. Поэтому и этот путь является ошибочным. Правильным путем является только вот этот третий путь. Почему до 1 января 2019 года можно было подавать жалобы в суд, допустим, на бездействие? Потому что прежний Уголовно-процессуальный кодекс предусматривал такую стадию процесса, как возбуждение уголовного дела, для прохождения которого устанавливалось 3 дня, 10 дней и 1 месяц. Если в этот срок решение не принималось, то, соответственно, тогда подавалось на бездействие. Но почему сейчас не следует этого делать? Потому что нынешний Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает такой процедуры, потому что он не допускает вообще отказа в регистрации заявления в ЕРПП. Сам такой отказ закон называет преступлением. Это значит, что если вы подаете заявление о преступлении, которое не регистрируется в ЕРПП, то, подавая жалобу, вы в ней уже сообщаете о новом преступлении того лица, который не зарегистрировал. И если дальше это лицо, к которому обратились, оно не по этому сообщению не регистрирует, то тогда это уже новое преступление. Таким образом, вы доходите до генерального прокурора. И если генеральный прокурор сам отказывает в удовлетворении жалоб, то есть не реагирует на преступление с последнего прокурора, или уклоняется, как в моем случае он уклонился в случае с Ахметовой, то только тогда появляется право обратиться к президенту об освобождении такого генерального прокурора. Если хочет обратиться к президенту с такой просьбой, то прежде чем выйти на митинг с таким требованием, он должен пройти вот эту процедуру. В противном случае, тогда, если он этого не делает, если он 10 декабря подает заявление, 13 смотрит на сайте, а 18 приходит на митинг с требованием освобождения, тогда это не желание на самом деле освободить генерального прокурора от должности, а на самом деле попытка раскачать политическую ситуацию в стране, используя вот эту вот возбуждаемую в народе искусственную ненависть к Матраимовым, о том, что все знают, что они коррупционеры. Кто все? Все это вот вы, потому что вам это выгодно, поэтому вы это и накручиваете. Такой же прием был использован вот здесь вот, 5 июня 2016 года, когда врач дежурный, врач-психиатр Русу тоже так же рассуждала. Она говорит мне: ну не может быть такого, что вы один нормальный, все остальные ненормальные. В 9 отделении его. Кто все? А все это вот были 2 ненормальные соседские семьи, у которых ко мне какие-то претензии, которые специально привезли для того, чтобы они специально сказали, вот так же, как это делаете вы. Поэтому нет никаких все, а есть установленная законом процедура. Поэтому я согласен с президентом Жээнбековым, когда он говорит, что дайте факты, потому что фактов на самом деле нету. Я вам покажу, что такое факты. Факты – это когда вы проходите вот эту процедуру, и которая заканчивается либо внесением в реестр преступлений, сведений о этом преступлении, либо отставкой тех лиц, которым это препятствует. То есть в любом случае это заканчивается внесением в реестр преступлений. Вот в данном случае у Нурбека Такунова это заканчивается внесением в реестр преступлений 3 новых его преступлений по Матраимову. То есть это заявление, если оно было направлено в ГКНБ, оно попадает либо тому же следователю, либо другому. Независимо от того, куда оно попало, оно ведется либо самостоятельно, либо потом соединяется с первым делом. Опять же, независимо от того, что это было сделано, заканчивается это либо составлением обвинительного акта, либо постановлением о прекращении уголовного дела. Если это заканчивается составлением обвинительного акта, то вот вам, господин президент Жээнбеков, факты, что Матраимов коррупционер. Если же оно заканчивается, и, соответственно, вот это вот разрешение такое, оно благотворно влияет на все дела. Второе, если оно заканчивается постановлением о прекращении уголовного дела, то опять 2 варианта. Вот
Токтакунову, поскольку по его требованиям было внесено в реестр, он в соответствии с 249 Уголовного процессуального кодекса будет извещен, и ему будет предоставлена возможность знакомиться с материалом дела. Тогда он смотрит, знакомится, он смотрит два варианта. Либо он соглашается с тем, что да, действительно, постановление прекращения правильно. Вот он опять, теперь уже факт для вас, что оказывается, Матраимовы не коррупционеры, это тоже факт. И тогда, соответственно, опять же, это влияет благотворно, разрешение этого вопроса влияет на все остальные, потому что по закону произошло. Либо второй вариант, если Токтакунов ознакомится и находит, что это неправильно, он подает жалобу на вот это постановление прекращения уголовного дела. И там опять уже происходит вот это что такое факты. Факты – это всегда процедура. А если вы выходите на площади и барабаните там, дать сколько можно фактов, да, то это не факт, это попытка нового переворота, когда вы поменяете с ними местами, и его отправите туда, где находится Атамбаев. Либо это закончится тем, что вы сами окажетесь там, где сейчас находится Атамбаев, когда переворот этот будет подавлен. Поэтому ни тот, ни другой путь не является правильным. Правильным путем является только этот законный путь.